Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо вам заранее за ваши лайки под видео и за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какая она, его жизнь без вас? Что думает, думает ли, вспоминает ли, ну и мечтает ли вернуть все обратно. Давайте посмотрим на бывшего, кто интересуется, кому важно и актуально. Пожалуйста, подумайте о своем бывшем. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Вспомните ваш последний разговор, вашу последнюю встречу. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какая она, твоя жизнь без меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашего бывшего и на его жизнь без вас. Какая она, его жизнь без вас? Что он о вас думает? Думает ли вообще? Вспоминает ли? Что сказать бы хотел? В чем покаяться? Может быть, признаться? И как он будет действовать? А будет ли вообще от него какое-то действие? Да? Нам все интересно. Ну что, мои дорогие, вот по рисунку сразу видно, да? Что жизнь его какая-то большая яма, большая колючка и большая неприятность. Да? Неприятность. Мужчина, конечно же, выглядит молодцом. Вот внешняя его оболочка, молодец молодцом, да, вот у него вроде все хорошо, у него даже может кто-то быть, и женщина может быть, даже семья может быть, вот как живу, работаю, все у меня в порядке. Но это внешняя его оболочка. А мужчина старается всем своим видом показывать окружающим, что он молодец, что у него все хорошо, что у него все под контролем, что у него все как надо, что он прям добился чего хотел, еще у него там все впереди, все еще получится. Что по факту? По факту очень много колючек, очень много преград, очень много колючек. Здесь вообще не вышло ни одной целой фигуры. Вообще ни одной целой фигуры. Здесь идут разрывы, острые линии. Здесь я бы сказала, что ситуация такая, что мужчина страдает. Мужчина внутренне, душевно очень сильно страдает. У него очень много каких-то проблем, неприятностей именно эмоционального характера, душевного склада. У мужчины нет любви. Мужчина чувствует себя одиноким, никому не нужным. Даже если женщина с ним рядом есть, то с ней какие-то очень колючие и острые отношения. Он ее вообще может к себе не подпускать. То есть она его вообще как ни в хвост, ни в гриву, да, она его не устраивает ни как женщина, ни как любимая. Он, понимаете, он к ней ничего не испытывает, да, вот как пустота и холод. Пустота и холод. У них, вот как-то, знаете, вот внешне он как-то играет на публику. Когда он на улице, когда он там в комьюнити, в обществе, он там может показывать себя, что я там люблю, у нас такая семья, у меня все хорошо, я там такой всего добился, там, не знаю, звезда во лбу горит. Но по факту, шарик сдулся, понимаете, шарик реально сдулся. Еще раз говорю, здесь нет ни одной целой фигуры, да. Здесь все порвано, разорвано, клочки, просто клочки какие-то, острые моменты, шипы и разорванные дороги. У человека он, знаете, как сам себя загнал в какую-то ловушку, какой-то капкан, он не чувствует себя счастливым. Он как лягушка, да, вот царевна лягушка, шкуру, эту лягушечью одел, да, никак с нее выбраться не может.
Пытается выглядеть принцем, да, на самом деле это лягушка. Тоска зеленая у него в жизни происходит. Его ничего не радует. Его не радует ни там, семья, дети, не радует там, работа, ни какие-то его достижения материальные. То есть именно сейчас он приходит к тому, что любовь, истинные чувства, отношения ни за какие деньги не купишь. Что важно именно ощущение, что счастье, оно не в материальном, не в ресурсном, а именно в ощущении любви, в насыщенности, в доброте, в милосердии. Когда ты любишь вопреки, да, когда ты готов ради любимого человека пожертвовать всем, да, лишь бы любимый был, либо любимый счастлив. Вот сейчас до него это доходит. Ну, наконец-то, да, не прошло и полгода. Но когда он думает о любви, всегда вы у него перед глазами. Знаете, он сейчас очень сильно кается и винит себя в том, что он вел себя слишком неразумно, слишком как-то дерзко, слишком как-то агрессивно, остро. Понимаете, ну, хамил там, не знаю, юлил, не умел отступать, не умел уступать. Да? Вот ему казалось, что я тогда прав, что я там герой, что там я мужчина, да, и за мной правда. Вот какие-то такими стереотипами он жил. Знаете, он мог делать какие-то выпады в сторону ваших умственных способностей, в сторону ваших внешних данных. Это было, но это было вот, чтобы вас обидеть, чтобы посильнее вас забить. Все те слова обидные, которые он вот во что он вас бил, вот еще раз, да, в вашу внешность, ваши умственные способности, ваши там творческие способности, в что конкретно он вас колол, вот этому он завидовал. Он реально завидовал вам. Какая вы умная, какая вы красивая, справедливая, честная, талантливая. Он всегда завидовал вам. Почему вы расстались? Из-за его зависти. Девочки, тупо вам завидовал. Потому что он видел, насколько вы классная, насколько вы гениальная, насколько вы умненькая. И он с этим смириться не мог. Потому что с вами вместе он чувствовал себя, ну, отбросом, да, номером 2. А у него такое, знаете, вот такое огромнейшее эго, поэтому ему сложно было с вами. Жалеет ли он о том, что вы расстались? Конечно, жалеет. Жалеет и жалел, и жалеет, и еще и будет очень много лет жалеть. Прям, знаете, он кому-то жалуется, он кому-то рассказывает, он кому-то говорит, вот как я по-глупому поступил, да, как я сглупил, почему я это сделал, почему я вел себя как мальчишка, почему я не сохранил эти отношения, почему я потерял эту любовь. Знаете, сейчас с ним может быть кто угодно, да, кто угодно может с ним быть, но она не вы, и вами никогда не станет. И он это очень сильно понимает. И ему это прям как сложно. Ему сложно, ему серпом по одному месту. Знаете, он ее вообще не хочет. А когда он с ней вместе в постели, вот он закрывает глаза и представляет, что он с вами. Вот как хотите. Он закрывает глаза и видит именно вас, ваш образ. Ваш образ. Знаете, вот у него прям по вам тоска идет, тоска болезненная, тоска прям такая ноет, прям вытаскивает все внутренности. Вот такое у него происходит, он тоскует. Хочет ли он к вам? Да, очень хочет. Хотел бы вот прям, ну, знаете, что бы он хотел? Он бы хотел вернуться в прошлое, вот отмотать все, вернуться в прошлое, и чтобы там тогда все исправить. Да? Он бы, знаете, вот сейчас говорит, я бы отдал все. Все, что у меня есть, все, что я имею, лишь бы вернуться в то прошлое, чтобы сохранить эти отношения, чтобы быть вместе, чтобы все вот начать заново, обнулиться. Вот этого просит его душа, вот этого бы он хотел. Сейчас, конечно, ему сложно к вам прийти, потому что гордость не позволяет. Он слишком гордый и упрямый, да, вот как барашка, даже какая тут барашка плачет в сторонке, да, курит, сидит. Мужчина очень жесткий в этом плане, упрямый, надменный, может быть, горделивый, прям такой, знаете. Он не будет просить прощения. Он не из тех людей, которые просят прощения. И даже если он там себе в голове что-то думает, по факту он просто не справится. У него кость в языке, да, чтобы прощения попросить, не сможет. Этот человек, если он с вами встретится, смотрите, он поведет себя очень надменно,
такой, знаете, прям бровью не поведет. Хотя в душе, поверьте, там так клокотать будет, сердце просто будет выпрыгивать, да, в ушах звенеть будет. Вот такое будет происходить, но ни вида даже не подаст. Прям так, знаете, прям надменно на вас посмотрит, прям все свое это нутро покажет, да, и пройдет мимо. А потом 3 дня спать не будет, вот так сильно распереживается. Знаете, у него за вами есть слежка установлена. Он либо за вами в интернете следит, либо через кого-то следит, кого-то, может, подговорил, кто-то за вами присматривает и ему информацию сливает. Сейчас либо у вас никого нету, либо вот серьезного ничего нету. Он спокоен. Он спокоен, потому что, ну, знает, что вы никуда от него не денетесь, да? Все время так он думает, что туда-сюда, она там больше еще в одиночество уйдет, да, и я к ней там проявлюсь, посмотрим, как она там себя поведет. Если начнет у меня там прощения выпрашивать меня назад, я там подумаю. Но я не сомневаюсь, что вы будете у него что-то выпрашивать, потому что вы с этим человеком уже все давно друг другу сказали. Вернетесь ли вы к нему? Нет, потому что, ну, он недостоин вас. Вот реально, как хотите. Вот я вижу в песке недостоин, а вы тоже это понимаете, тоже это чувствуете. Он тоже понимает, что он до вас не дотягивает. Понимаете, тут разница налицо. Тут и IQ у вас явно, он проигрывает по IQ, и по социализации, и по коммуникации, и по интуиции, ну вообще небо и земля. Он, понимаете, он вами восхищается, но при этом он как будто бы вас за это ненавидит, что вот как она такая умная, красивая, ну как это я с ней чувствую себя ущербным. Вот это главная причина, которая погубила ваши отношения. То, что он себя чувствует номером 2. Такой гордец, такой высокомерный. Представляете, как ему это дается? Сложно. Знаете, тут именно та ситуация, когда он и любит, и ненавидит. Вот так происходит. Так часто, кстати, в жизни бывает. Стоит ли ждать этого человека? Нет, не стоит. Я вам вообще не рекомендую, потому что ну, невозможно с таким гордецом построить отношения. Никакие. Ну, страдать, а зачем оно вам надо страдать? Плюс он сам, знаете, он вас побаивается вашей внутренней силы. И есть у вас сила такого взгляда леденящего, которая его просто до костей пробирает. Вот этого взгляда он всегда боялся больше всего на свете. Почему он сейчас перед вами сам не появляется? Вот он тоскует по вам, скучает, хотел бы быть с вами. Почему не появляется? Да потому что этого взгляда боится. Как черт ладана боится, понимаете? Вот что происходит. Так вот, мои милые, какая у него жизнь без вас? Хреновая у него жизнь без вас. Вы уж извините, но такое слово из потока пришло. Тем не менее, мужчина, конечно, слишком надменный, слишком гордый. Стоит ли о нем думать, сожалеть? Нет, не стоит. Знаете, что ему не сладко. Вот поверьте, ему не сладко без вас. Это его был сознательный выбор, пусть он дальше с ним и живет. А вам, мои дорогие девочки, не надо не переживать, не печалиться. Ваше будущее, счастливое будущее у вас впереди. На этом все. Гадание мое закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.